ворона в гости прилетела. А собак не жалко. Да? Она сидит. Давай, давай. Вот так работай. Давай, давай, давай. Вон сидит. Он соскучилась уже от охоты. Блин. Скорей бы осень, скажи. Скорей бы на охоту. Давай, выгоняй, выгоняй. Прилетела откуда-то. У меня много собак было. Очень много. Тоже как-то не устраивает то одно, то другое. То крадет, то ленивые. Один раз с питомника, с Сыктывкара, я не знаю, мне в подарок привозили собаку. Уйди. Собаку привозили. Но эта собака вообще какая-то ленивая была. Мало работала. Уйди. За спиной там ходила, только бегала и все. Вперед даже не выходила. Придет в избушку. Я ее даже в избушку загонял там. И возле печки ляжет. Думаю, сгорит заживо. Возле печки там, печку затопишь и там возле дверей там. Мурчит аж ворона. Интересно, как-то кричит. И после этого я не думаю, что, скажем, купил за большие деньги, собака будет работать. Это бесполезная трата. Или уже, чтобы как-то знакомый был, у кого рабочие собаки, можно брать меня. Как повезет вообще. Собака тоже. Не каждая собака будет работать. Я выбираю собаку, скажем, я по лесу хожу, и в основном главное, чтобы была послушна, верна, не хитрая. Перед этим собака у меня была, и она тоже вот, ну, вот тебе надо вот куда-то поехать, надо на лодку, чтобы она села, ни за что не сядет, и вот позовешь, не подойдет. Она противная такая собака была последняя. Айда вот, ну, пока послушная. И я, скажем, по лесу хожу, и если не лает, там глухарь улетит, не залает, не жалко, пусть летит. Пусть летит, и главное, чтобы был рядом. Ну, я не знаю, хоть бесконечно рассказывай там про собак, про эту тему. Я не знаю, там у меня видео уже стараюсь как-то, я думал, сделаю там 1-2 серии, но получается 8 серий сейчас вот получилось. Но не могу вот как-то кучу все собрать и в одной кучей там показать. И вот сейчас, сегодня, вот думаю, получасовой ролик сделаю, а я уже сколько начал болтать. Хочется вот еще больше и больше рассказать. Ну, всем не угодишь, там некоторые скажут тоже. Вот даже был ролик там про лодку, я делал лодку, и 4 части или 5 частей у меня получилось. Ну, вот, можно говорить, там было за 15 минут тебе все показать, а я сделал 5 частей. Ну, всем не угодишь вообще. Кому надо, смотрят. Кому нет, так нет. Ладно, сейчас я выключаю, и я еще пару слов расскажу про свои сани, и обратно уже будем шуровать домой. Там села ворона и ругаются. Собака и ворона там. Ворона тоже что-то мурлычет, там сидит. Да? О.
как кошка. Как кошка там мурлычет. Вон тона, бачите, это тона. Где же? А, вон она. Ну, надоело уже, сидишь там. Давай, выгоняй. Выгоняй. Вот так же и подходишь. Глухарю бывает. Приближаешься каждый. Тренировка. Вон он. Дура, блядь. Сидит. Вот еще сейчас фотографию сделаю. Два слова еще про свои сани. Вот такие сани у меня. Деревяшки. Борта деревянные. 2 сантиметра, 2,5 сантиметра. Если из стройки сделать самое то, но и 2,5 я уже сколько езжу. Ширина не помню уже сколько у меня. Ой, блин. Ну вот если взять по ширине бурана, вон видно как чуть-чуть даже уже. Ну сантиметров 60-70 может. Не помню, если честно. И этого нету, как его рулетки. 10, 20, так, 60, так, 10, 20, так, ну где-то 60 сантиметров, наверное. Можно и шире сделать. Так, днище у меня, да, днище у меня из жесть оцинкованной жесть. Оцинкованной. Днище сделал из жести оцинкованного. Жесть оцинкованный. 0,7 миллиметров. И я скажу вам, тоже нормально держится. Если сделать из листа миллиметрового, вообще идеальный вариант будет. Миллиметр, 2, 1,2 миллиметра еще. Так. И поперек я вот такие рейки. 1, 2, 3, 4 штуки у меня. Лист 0,7 или миллиметровый. Длина у них 2,5 метра. И вот на нос я согнул там. И вот сзади еще. И считай, вот такой длины получился. Можно чуть-чуть длиннее сделать. Сантиметров 20 даже. Высота борта где-то наверное 25, наверное, ширина высота борта. То же самое то будет. Ну, у всех вкусы разные, и кто-то с большими грузами ездит. Такое днище. Днище у меня тут направляющая и 20-ка, наверное, труба с двух сторон. Ну, сейчас делают из газовых труб. Они толстостенные, она 2 сантиметра толщина. И трубы диаметром 15, наверное. Ну, на 4 части там обрезку делают по длине. И вот снизу 4 полоски там сюда прикрепил. И вообще идеальный вариант будет. Ну что еще? Дышло у меня тоже из 20-ки трубы. Можно из профильной трубы сделать. Красиво, удобно так. Крепление 12 болт насквозь. Сквозная 12 болт. И вон тут такая полоса металлическая тоже прикрепил. Это не принципиально. Кто как умеет, какая возможность есть, так можно сделать. Я, как обещал, показываю, что из какого материала, как я сделал. Не знаю, что-то понятно, нет, но пытаюсь что-то показывать. Так, вот еще, чтобы более понятно было, вон нос такой вот пологий, правильно или нет. И дышло
Длина, наверное, где-то тоже 80 сантиметров. 80 сантиметров. Тут крепление. Вот тут труба сварена. Труба. И здесь пружина. Туда-сюда вот ходит. Амортизация как будто получается. Здесь я сам что-то варил, приварил. Нормально все. И здесь один раз у меня тоже ломалось. Вон там пруток вот здесь в середине. И груженным, когда ездишь, он сейчас вот видно 12 миллиметров. И сейчас у меня такой болт там стоит. И здесь вот гайкой закрепил. Вот все. Вот это, считай, доходит пружина, вон там видно внутри. И все нормально. И желательно вот такое крепление сделать, второе еще в запас. У меня под сиденьем она лежит. Потому что всякое может быть, может сломаться. И второе сделать. Так, вон как выглядит так. Все. Так, задняя часть. Задняя часть, вон, видели? Так. Задняя часть саней, ну, грубо там, как будто, наверное, не знаю сколько градусов. Но здесь тоже надо сделать пологим, ну, чтобы у саней как же это, блин. Ну, поняли. Вот так надо сделать, в общем. Обрезку сделать, и когда ты задом даешь, она упирается и взад не едет. В общем, это большая ошибка у меня. Надо здесь вот другой угол сделать. Ну что еще показать? Вроде все показал вкратце. Вот так выглядит. Материал. Два слова еще. Материал. Две доски. 2,5-3 сантиметра. Некуда девать. Высота борта 25 сантиметров. Можно 30 сделать. Лист оцинкованный можно 0,7. Можно обычный железный. Миллиметр или 1,2 миллиметра. Тоже самый хороший вариант. Можно чуть-чуть пошире сделать. Ну, не шире бурана. Вот буран какая ширина. Такой ширину можно сделать и с самки. Чуть-чуть на 5 сантиметров. Я как бы совет даю поуже 5 сантиметров сделать. И все. Я это сделал налегке. Я езжу. Там на одного человека там вещи набираю, лыжи, ружье там и все остальное, что надо для ночевки с ночевкой. Я этим возил кирпичи и груз перевозил нормально. Тащит. Куда он денется, как говорится. Здесь у меня навес, вон, кто смотрит мои походы, там видит, что я езжу с крышкой. Крышка у меня еще тут сделана. Так что подписывайтесь, смотрите зимние походы, как я езжу на буране, на рыбалку, на охоту и так далее. Ну, в принципе, все, наверное. Надеюсь, понятно. Это подписчик попросил Хулио, я не знаю, как там, какое имя там, ник или что там. Все, закругляемся и уже точно, сейчас уже точно поеду домой. Вот так выглядит все. Надеюсь, понятно. Вот такой получился 2-часовой, 3-часовой поход у нас. Походили, побродили, поболтали. Немножко подготовка уже идет к весенней охоте. Будем готовиться. Ждем весеннюю охоту. Жизнь покажет, что если все нормально, там весной, в мае, как охота откроется, приедем, будем охотиться. А на сегодня все. Кто не подписан, подписывайтесь. Кому нравится, ставьте лайки. И всем пока. До новых встреч.
Вот это кладбище от лесопункта. По-другому назвать уже никак. Вот что осталось. Это с другого ракурса я снимаю. Как бы весной у меня были видео, которые я снимал, где я показывал